Курмет, дорогой, скажи, пожалуйста, что была причина того, что ты впервые, когда несколько лет назад посещал наши тренинги? Что тебя привело туда? И таким образом осознание начало приходить, а вместе с осознанием изменение мышления и уже дела по-другому начал делать. Сколько лет занимало твой путь, до твой первый миллион? 3 года. 3 года. Я учил и применял. И сейчас я, наверное, меньше физически работаю, чем тогда, но доход больше, чем тогда было. Если у тебя из миллиона 1% шанс, если его надо использовать. Курмет долларовый миллионер. Он заработал свой первый миллион за 3,5 года, как начал учиться у нас. Добрый вечер, дорогие наши друзья. Добро пожаловать на наш прямой эфир. Очень рад вас поприветствовать. Сегодня хочу немножко поговорить. У нас сегодня прямой эфир с нашим, один из наших учеников, один из наших тренеров, которые будут выступать в нашем форуме. Наш дорогой Курмет, с ним у нас однажды был прямой эфир. Возможно, вы помните, кто-то, возможно, участвовал на этом прямой эфире тогда. Вот. Сегодня будет очередной прямой эфир. Я хочу, чтобы сегодня мы поговорили о том, о форуме, который состоится 5 декабря в Туркестане. Поэтому сегодня будем говорить еще о много ценностей, потому что Курмет уже миллионер. Курмет смог стать миллионером. Несколько лет назад он впервые посещал наши тренинги. Я сейчас спрошу, он сам как раз расскажет, как он посещал, и как и было, и за сколько времени он стал миллионером, и что помогло ему, и свой алгоритм, и свой формула, как стать миллионером, и на что он заработал свой первый миллион и так далее. Конечно, он будет, возможно, рассказывать в форуме, но сейчас я хочу, чтобы он дал нам направление. Вот. Я, честно скажу, очень горд. Я благодарю Всевышнего за то, что наши ученики уже день за днем, они растут, и они рядом со мной. И в этом году я серьезно почувствовал, что уже рядом со мной многие мои ученики выросли. И большинство из них добились серьезных результатов. И это очень-очень радует. Очень радует. Почему? Потому что это серьезные люди. Год за годом их больше и больше и больше. И я благодарю Всевышнего за то, что так и есть. Вот. Сейчас я немножко разговариваю, пока немножко народ собирается, еще чуть-чуть пусть соберется, и мы присоединяем к Курмету. Да? Скоро присоединяется к Курмету и так далее. Сейчас он как раз вот, я попросил, чтобы ему спрос отправить, и мы его присоединяем. Вот. Думаю, что давайте его принимаем. Вот она. Сейчас я уже принял его. То, что он спрос отправил, думаю, что скоро он входит на эфир. Вот. Ассаламу алейкум, наставник, как у вас дела? Алейкум ассалам. Добро пожаловать, дорогой. Как у тебя там? Ты сейчас в Майами или Нью-Йорк, или где находишься? Да, я сейчас нахожусь в балконе, сижу в Майами. Вау, вот какая природа у тебя, какая панорама. Красота такое. Очень красиво. Молодцы. Да, вид за окном у нас сейчас 10 утра. 10 утра. Сейчас у вас тепло, да? Да. Там Да. у вас здесь сейчас тепло. По-моему, у вас Да, сейчас люди тепло. купаются. Люди купаются, тепло. Машаллах. А у нас уже холода начались, уже зима чувствуется. Вот. Сейчас уже день за днем мы идем в сторону зимы. Хорошо. Видите, как вообще иногда сижу, думаю, мы живем сами, наверное, золотое время, или самое лучшее время живем. Почему самое лучшее время живем? Потому что сидя с одной стороны вообще земного шара, ты общаешься совсем с другой стороны, и тебя еще слышит по всему миру. Это просто мечта. Наверное, наши предки даже не могли об этом думать. Наши предки даже не могли об этом мечтать.
Вот мы начнем наш уже прямой эфир, уважаемые наши слушатели, нас уже около 300 человек, уже начнем, будем говорить. Курмен, дорогой, скажи, пожалуйста, что была причина того, что ты впервые, когда несколько лет назад посещал наш тренинг? Что тебя привело туда? Ну, если честно, я пытался, как я неоднократно говорил ранее, заниматься бизнесом практически с 21 года, ИП, когда открывал первое. И каждый раз, запуская бизнес, она у меня вот каким-то боком не шло. Я вот запустил бизнес, вроде все нормально, там, занимаюсь продажей этого мужской рубашки, не получилось, обуви не получилось, оптовая поставка не получилась. За что бы я ни брался, через какое-то время я уходил в банкротство. Ну, каждый раз все лучше и лучше, но все равно не давало того эффекта, который я хотел. И вот 5 лет тому назад, если не ошибаюсь, у меня один знакомый сказал, что ваш вводный тренинг будет. И что вы мне поможете в этом. Я говорю, ну, давайте сходим. И вот когда я сходил в первый, вот была причина, как бы, почему я пошел. Это в Алмате было. В Алмате в этом было отель «Рамада». В отеле «Рамада». Там мы проводили. Вот тогда первый раз услышал про Армана и Улана, да, у вас они не меняются. Это мои персонажи. У каждого писателя, скажем, есть свои персонажи. Это образы персонажей, которые я провожу, как видите, примеры. Да. Вот, это очень хорошо. Значит, ты тогда посещал вводный тренинг, а потом начала однодневные разные мои тренинги посещать в разных городах. Так получается? Вот вводный тренинг я посетил, потом я начал вас искать в интернете. Отзывов же много, кто что не говорит. Я начал смотреть все ваши YouTube, вот эти маленькие видеоролики, которые про семейные ценности, которые вы говорите, про мышление, которое вы говорите, бедного и богатого, как она должна отличаться. Вот это долго изучал. Потом жену пригласил, говорю, посмотри, какую мудрость говорит о тебе. Как нужно в семье быть, как жить надо. Чтобы мы преуспели, нам нужно обоим учиться. И вот, а потом уже в последующем, да, я вот начал посещать однодневные тренинги, продажи, мышление, как добиться за 17 месяцев финансовой стабильности. Вот когда вы в Нью-Йорк приезжали, я посещал, потом я с Нью-Йорка летал в Узбекистан, Ташкент, вот тогда, когда у вас было, вот туда ездил. В Алмате много раз, ну вот на эти однодневные тренинги участвовал. А потом уже пошел на 5-дневный МКП. Мини-мастер-класс на 5-дневный. Молодец. Скажи, пожалуйста, когда ты почувствовал рост своего дохода или изменений в продолжении твоей фитнеса, порядке? Когда ты это почувствовал? Когда я начал осознавать то, что вы говорите. Это сколько времени занимало? Ну вот у меня оно заняло где-то месяца 3-4. Когда вы говорили, то есть это внутри какой-то огонек горел. Одну мысль, которую вы говорили, выносил. А потом, когда я это применял на свою жизнь и начал примеры смотреть, оказывается, много раз у меня в жизни такие ситуации уже были. И таким образом осознание начало приходить, а вместе с осознанием изменение мышления и уже дела по-другому начал делать. Бизнес вел по-другому. Да, это осознание, это совсем по-другому дает понять. Человек осознает и начинает видеть, оказывается, это вот так работает. Это действительно так. Поэтому есть люди, которые знают, а есть люди, которые уже осознают. Это два разные вещи. Есть огромное количество людей, которые знают, даже владеют знанием. Мы не говорим о тех, которые не знают. Есть люди, которые ничего не знают, но есть люди, которые знают. А потом есть люди, которые, но он знает, но он не осознает, потому что он не делает. Он думает, что знать об этом достаточно. Конфуций говорит, что человек, который учится, но не практикует, это похоже на того фермера, который пашет, но не сеет. Да. Вы как это мудро сказал Конфуций, да? Он пашет, но не сеет. Вот. Поэтому есть такая категория людей. Они знают, но они не делают. Но когда ты делаешь, понимание происходит. Потом осознание, понимание происходит после практики и так далее. Молодец, Курмен. Скажи, пожалуйста, сколько лет занимало твой путь до твой первый миллион?
До 1 миллиона, ну, если Я считать имею в виду с того это... дня, я имею в виду с того дня, когда ты начинал у нас. Потому что до встречи со мной ты уже работал, я это знаю. 3 года. 3 года. Ну, Ого. плюс-минус 3 года заняло. 36 месяцев, может 40, может 32, ну вот приблизительно так. 3-3,5 года, да? Ну, 3-3,5 года до 1 миллиона. Ты заработал свой 1 миллион в сфере, образовательной сфере. Да, в сфере образования. Почему ты выбрал именно сферу образования? Ну, кажется, опять же, судьба предопределила это. Мы долго просто идем к своему назначению, да, призванию, которое Аллах там Всевышний уже написал. А с детства, получается, у меня родители учителя. Потом в детстве, когда еще учился в школе, я был репетитором. В университете был репетитором. И вот эта путь была. Потом я уходил в бизнес, в различные отрасли, но все равно помогать людям поступать на ЕНТ я не переставал. Я после уже осознаю, что я, оказывается, все равно этим занимался. Через какое-то время мы уже начинали помогать ребятам поступать по Fulbright, Чивнинг, Erasmus Mundus, Балашах. Это стипендиальные программы разных стран, чтобы бесплатно на гранте учиться. Но они ограниченные, они небольшие, то есть каждый год дается ограниченное количество. А вот когда сами уехали в Штаты, то есть с детства было желание учиться в развитой стране. Да, то есть, что Америка развитая страна, никто не спорит. И вот я туда-сюда и стремился, чтобы узнать здесь больше у людей, которые уже зарабатывают миллионы. Например, для Америки водитель трака, он там за 5 лет может свой миллион заработать. Да, и я это знаю. Да, и для этого много вот здесь ничего не надо. Трудом может заработать. А вот для нашей страны $1 миллион люди за всю свою жизнь не зарабатывают. Да. И вот это меня привело в Штаты учиться именно. Не сюда приехать работать, да, а именно сюда приехать учиться. Потому что в знании сила. Чем больше я буду учиться, как у меня мама говорила, хочешь, чтобы деньги за тобой... Всех денег мира, говорит, сынок, не заработаешь. Хочешь, чтобы деньги за тобой бегали? Я говорю, хочу, тогда учись. Учиться будешь, деньги будут за тобой бегать. Да. Это как-то осталось. И вот я приехал именно за знанием, сам приехал, именно имея только возможность, не гарантию, что я приеду, а возможность по студенческой визе. И так получилось, что благодаря Всевышнему визовый офицер мне одобрил визу. И приехал сюда и начал упорно учиться. Упорно учиться у тех ребят и в университете, и у бизнесменов, которые здесь живут, что они чем занимаются. И упорно начал учиться у вас. Основной этот был акцент. И благодаря этим знаниям, которые я получал, я сразу их применял в свой бизнес. Я учил и применял, учил и применял. И сейчас я, наверное, меньше физически работаю, чем тогда, физически, но доход больше, чем тогда было, больше умственной работы сейчас, стратегии будущего и так далее. Я всегда, когда в Казахстане ездил на праворульной машине, Toyota Exit был у меня 95-го года, лет 6 тому назад, я всегда видел людей, которые ездят на ланд-крузерах, на крутых машинах. И мне всегда хотелось у них подойти и спросить, где нужно работать, чтобы на такой машине ездить. Как ты заработал на эту машину? А сейчас я думаю, если у меня спросят, как ты заработал на такую машину, что я отвечу. И когда мы говорили о форуме, у меня мысли как будто собрались, фокус собрался. Да, дать не просто воду, какую-то историю какую-то, да, а сказать, сделал я это, прям по шагам рассказать так, чтобы обратите внимание на это помогает на это. В моей жизни так помогло. Обратите на это внимание. 10-15 секретов успеха, которые меня привели к этому. Конкретно, это сделаете, будет так. В моей жизни это было так. И чтобы у человека в голове сформировался пошаговый план, как он тоже может дойти до миллиона. Я здесь начал понимать, что миллионеров очень много. Надо миллиард стремиться. Да.
Дорогие мои, очень правильно. Ребята, хочу напоминать вас, что Курмет долларовый миллионер. Он заработал свой первый миллион за 3,5 года, как начал учиться у нас. И вы внимание обратите, он долларовый миллионер. В данный момент 37 уже учеников у нас долларовые миллионеры. Как раз Курмет это был 36-й. Либо 35-й, либо 36-й. Он отправил мне отчет, отправил мне цифры, сказал, наставник, посмотрите, вот я вышел на этого уровня, и я, потому что каждый месяц я смотрю его отчеты, я вижу его обороты и так далее. Он учится у нас, один из лучших моих учеников, и когда мы решили наш форум делать, чтобы практические опыты были, практические занятия были и так далее, потому что форум называется «Как я заработал свой первый миллион». Как я заработал первый миллион, так и называется форум. Поэтому мы решили, что позвать из разных континентов. Из разных континентов с Америки мы решили позвать Курмета, потому что он действительно свой миллион сам заработал. Не наследство получал, не приватизировал что-то, он не какой-то-нибудь там лотерею выиграл. Нет, он сам с помощью Всевышнего своей собственной стратегии пошагово он этого делал за 3-3,5 года. Вот. А каждый ученик, который там выступает, 4 ученика, которые выступают, один с Америки, это Курмет. Второй с России, это Сергей. Недавно был у нас с Сергеем тоже прямой эфир, вы это видели, уважаемые наши слушатели. Третий это Бахит, он с Казахстана. И четвертый это Дилшодака с Узбекистана. Каждый из них в своем сфере, они долларовые миллионеры, ребята. И они это сделали. Понимаете? Вот так. С помощью Аллаха они это сделали. Вот. Курмет, дорогой, ты собираешься в форме рассказывать, получается, конкретные практические свои шаги и причина последствий. Причина последствий. Да. Вот это очень-очень важно, что вот я сделал это дал такой результат. Если ты внимание обращаешь на вот такие показатели, последствия будут такие. Правильно? То есть наша задача с тобой четко показать алгоритм, который могут использовать любой человек в любом бизнесе. Например, если мы посмотрим приблизительно алфавит, мы скелет алфавита понимаем, что разные языка. В каком-то языке 29 букв, в каком-то языке 31 букв, в каком-то языке чуть больше, меньше букв. Но в целом-то, усваивая алфавит, ты начинаешь усваивать разговор с любым языке или читать любого там, скажем, литературу. То есть похоже, как алгоритмы алфавит любого бизнеса. Вот. Чтобы, когда ты рассказываешь о своем кейсе, чтобы любой человек мог пойти практиковать в своем бизнесе то, что ты сделал. В форуме у тебя такое намерение. Как выступать? Я правильно понял? Да. Отлично. Ребята, это хорошая новость. Это очень хорошая, можно сказать, подготовка, очень хорошее намерение. И хочу вам еще кое-что напоминать, что Курмет сейчас и учится у меня, чтобы как стать сильным, хорошим даже тренером и так далее параллельно, потому что он в сфере образования работает. И еще хочу вам сказать, ты пишешь еще книги, насколько помню, правильно же? Да. Вот. Да, отлично. И он еще пишет книги по этому направлению, именно направлению бизнеса и так далее. Это очень хорошо. Я с радостью буду поддерживать тебя, дорогой Курмет, по этих направлениях и так далее. Вот. Скажи мне, пожалуйста, я понял, почему ты выбрал сферу образования, потому что ты в семье вырос там, где все учителя, педагоги, и ты сам поехал учиться в Америке и так далее. Ты понял, и поэтому на это направление начал помогать другим людям. Вот скажи, пожалуйста, что ты советуешь другим людям, как выбрать себе направление? Есть очень много людей, которые ищут себе направление. Ну, из серии выбора направлений, в моем понимании это так, что, вот, не знаю, долго эфир просто займет. Вкратце, если говорить, что Всевышний предопределяет на самом деле твою жизнь, да? И нужно будет понимать свое призвание, что ты любишь делать. Вот из того, что... Вот бывает же у человека, что он любит делать и так. Если ему даже не платят, у него душа такая, он бежит это делает. А что-то человек, даже если заплатишь, делает очень трудно.
Это вот где вот душа лежит. И то, что он делает, людям нравится. И он хочет это делать всегда, вне зависимости, где бы он был, не был, в малом количестве, в большом количестве людей сидит, но он все равно это делает. Вот у меня отец мастер на все руки, и у кого-то печь сломается, он бежит, его делает. У кого-то еще что-то, он бежит, его делает. Мама говорит, ну ты за это деньги бери. Он говорит, Аллах даст, главное это помогать. И вот у него вот такой вот внутренний, он как бы у него вот это вот выстроено. У каждого человека она свое. И вот надо прислушаться, наверное, своему внутреннему этому, ну или как минимум, чтобы упорядочить его в голове, хотя бы тренинг послушать, как найти свою сильную сторону. Как минимум, это очень помогает упорядочить в голове, кто ты есть. Зачем Аллах тебя отправил на эту землю и какая твоя миссия? Да. Когда человек найдет именно ради чего был создан, с какой миссией был направлен на земле, соответственно, он будет успешным. И знаете, вот то, что твой отец говорит, что даже Аллах даст, это есть правда. Это есть истина, но Аллах даст либо иногда порой через сыновья, через хорошего сына, вот через вас дает. И через хорошую жизнь иногда бывает через какую-то там профессия. Или через какой-то там, что-то, какая-то идея, причина или что-то. Это так и есть. Просто очень важно, чтобы найти свою сильную сторону, практиковать, свою миссию понять. Надо понять этого. Я часто привожу людям такой пример, что вот эта пиалка, да, или стакан, или как мы говорим, разница нет, пиалка. Но есть его, ради чего создано? Чтобы чай попить, воду попить и так далее. Вот, если его использовать как молоток, его жизнь быстро заканчивается. Очень быстро закончится. А почему? Потому что ты его не по назначению использовал. То же самое человек. Если человек, то же самое, например, если человек создан для одного, а он хотит в другом, он сломается внутри. И потом не могут себя найти. Основная проблема людей — нехватка уверенности. А это основная проблема. При первой трудности они руки опускают, при первой трудности сдаются. Поэтому тяжело что-то делать им и так далее. А вторая проблема в том, что у них очень много страха. Очень много страха. Страх от неудачи, страх неизвестного, неизвестно что будет. Страх потери, страх критика. Они очень боятся, что кто-то их критикует. Очень боятся. Это просто ужас. Стоит, чтобы человек взялся за что-то особенно ценное, за что-то хорошее. Многие будут его критиковать. И самое главное, критикуйте его те, у кого ничего не получается. А те, у кого получается, у них мозг занят. Они своими делами заняты. Им не до этого. У них своя стратегия, свои планы. Они фокусируются на развитии и так далее. А обычно критикуют всегда тот, у кого ничего не получается. И поэтому они пытаются сам оправданием заниматься, что ли, или что-то такое. Не знаю. Вот поэтому люди боятся. У них очень сильный страх. Очень много людей мне задают вопросы, как мне избавиться от страха, как избавиться от того. Я даю определенные ответы, которые за годы своей жизни хорошо понял. Именно что должно быть. Почему? Потому что лекарство от страха — это знание. Знание очень как свет помогает. Знание очень хорошо помогает, освещает путь. Когда человек не знает, он во всем боится. Это похоже как темная комната. Темная комната, единственный способ избавиться из этой темноты — это включить свет. Знание это так помогает. Просто когда ты усваиваешь, точно знаешь, как это делать, страх исчезает. У тебя появляется план действия, ты начинаешь что-то делать и так далее. Вот. Это очень-очень необходимо. И второе, что помогает, чтобы страх избавиться, это энергия. В жизни нужно много энергии иметь, чтобы если ты одну попытку делал, второй попытку делал, четвертый раз попытку делал, у тебя хватало силы еще раз делать одну попытку, как спортсмен. Его сила истощается, особенно перед финишем. Поэтому чемпиону дадут титул чемпиона именно в конце, а не потому, что как он начинал. Именно как заканчивает. То есть результат определяется не в начале пути,
как ты круто начинал, как ты там мечтал, а как ты заканчиваешь. Вот это самое важное. Дорогие друзья, хочу напомнить вас, что 5 декабря у нас будет форум в Туркестане, это Казахстан. Туркестан это город в Казахстане, где мы будем говорить, как мы заработали свой первый миллион. Я буду рассказывать шаг за шагом, делать шаг 1, шаг 2, шаг 3, шаг 4. Вот, пошагово буду говорить, как я заработал свой первый миллион. Я заработал свой первый миллион в недвижимости, на самом деле. А потом много-много разных бизнесов. И каждый свой бизнес у меня есть определенная стратегия, по которой я двигаюсь, я делаю, которая работает. Я буду делиться своим опытом. И каждый наш учеников будет точно так же, каждый спикер будет делиться своим опытом с вами. Я хочу, чтобы вот несколько на вопросы аудитории мы с тобой ответили. Можете задавать вопросы. Вот, либо я, либо Курмет, мы можем вам ответить. Вот кто-то задает вопрос, из чего начинать бизнес? Давайте на этот вопрос я отвечу. Начните всегда с маркетинга. Если вы хотите заниматься бизнесом, всегда начинайте с маркетинга. А что такое маркетинг? Теперь вопрос. Первый. Выявите, пожалуйста, нужда, выявите боль, выявите потребность. Выявите потребность, и в этом потребности выявите предпочтение. Что люди хотят, за что они готовы платить. Если вы не можете это, не знаете, как это делать, не можете это делать, просто посмотрите своих друзей, знакомых, за что они готовы платить. Еще задавайте вопрос, что они хотят купить в будущем. Задавайте вопрос, на что будут они тратить деньги в будущем, куда они будут пойти. Вам надо знать не точка, куда они направятся, вам надо знать точка, куда они дойдут через 3-5 лет. Когда вы поймете, где будут люди через 3-5 лет, какие интересы будут у них, что будет им больше нужен и так далее, на это ориентируйтесь. Вот, ориентируйтесь на это ориентируйтесь. Это первое. Второе, вам надо показывать, вам надо выбрать то, что вы можете лучше всех делать. Вот вы нашли потребности людей, вы поняли, что кому-то что надо. А потом постарайтесь посмотреть, что из этих потребностей вы можете закрывать. Посмотрите, какой из этих потребностей вы можете обеспечить лучше другие. Потому что в рынке полно конкурентов, кроме вас очень много других людей. И все хотят, чтобы клиент выбрал его. У клиента нет много денег. Он либо купит у вас, либо купит у кого-то. Вот, поэтому вы должны показать, что... Вот, смотрите, значит, маркетинг из 2 крылей состоит. Первый, выявить потребность и предпочтение, чтобы попасть в точку. Второе, показать, что вы можете это лучше всех удовлетворить. И создать ряд цепочка ценностей, по которой работа, вы могли бы реально помогать людям. Реально помогать. Вот когда вы это делаете, у вас будут самые большие результаты. Вот. Попробуйте делать так, и у вас будет конкретный успех. У вас будут реальные результаты. Поэтому каждый раз, когда хотите начать делать бизнес, начните, пожалуйста, с маркетинга, с изучения. Маркетинг – это изучение рынка, изучение клиента. Потому что кто вам деньги дает? Клиент дает. Вот. Можете задавать вопросы. Сколько мы успеем, и мы готовы ответить на ваши вопросы, чтобы вам было тоже интересно и могли использовать. Кто-то спрашивает, Курмет, как ты заработал свой Land Cruiser? После того, как ты миллион заработаешь, Land Cruiser уже не проблема. Кто-то спрашивает, здравствуйте, я хочу начать с новогодние вещи. В Российской Федерации, город Санкт-Петербург нахожусь. Что скажете, если я буду начать с 1 декабря? Начни, дорогой, новогодние праздничные вещи продавать. Ты будешь немножко зарабатывать на это. Но это не будет тебе, возможно, Новый год пройдет, у тебя продукт уже
думаю, что в марте никто не купит новогодний, поэтому ты бери столько, сколько можешь реализовать в период праздника, чтобы сезонности ты успевал. Потом, когда пойдет день, это, как называется, влюбленности, делай вот такой, потом 8 марта такой. Если ты будешь только ориентироваться на праздника, ну, у тебя будет, можно сказать, определенный доход. Определенный доход будет, почему не будет? Будет. Вот. Курмет, что ты советуешь? Парень спрашивает, как начать без денег? Ну, легко. Я начинал без денег. Я именно так и начинал без денег. Когда у нас вот последний проект у меня закрылся из-за российских наших партнеров, я как бы совсем без денег и начинал. Стартовый капитал у меня там всего $200 был. Но когда денег вообще нет, и ты хочешь начать бизнес, но ты понимаешь, не знаешь, с чего начать и как начать, тогда нужно сначала начать тем, что сюда что-то положить. Ну, нужно сюда положить, потом... Люди наставник страны думают, что они что-то придумывают, они что-то генерируют. Это же мозг генерирует. Вот внутри есть вот это, вот он генерирует благодаря Всевышнему. Когда ты молишься и просишь, и делаешь действия, то есть ты идешь учиться бизнесу, ты мир начинаешь видеть по-другому. Ты эти возможности, которые раньше под ногами лежали, ты их начинаешь видеть. Раньше ты их не видел, а как только ты начал учиться, ну, естественно, благодаря Всевышнему ты начинаешь мир видеть в другом цвете. И появляются новые идеи. Думаешь, блин, а это же еще можно так сделать. Это так можно, такие услуги. Кому обратиться, с кем партнериться, как начинать, как двигать. И ты все это начинаешь узнавать. Я об этом более подробно расскажу. Наверное, это я точно знаю, когда вот вообще денег нету, как надо стартовать. На форуме я буду об этом очень полноценно рассказывать. Учиться надо в первую очередь. Сюда надо положить. Отлично, очень хорошо. Видите, вы задаете вопрос, как начинать без денег. Вот пример перед вами. Многие ребята, которые стали богатыми, они без денег начинали. Огромное количество бизнесменов, они начинали без денег. Мы знаем этого. У них не было денег, когда они начинали. Многие из них начинали без денег. Это правда. Потому что если посмотреть историю богатых людей, мы видим, что большинство из них не получили большие наследства. Многие из них начинали абсолютно без денег. Главное, чтобы вы просто поняли и делали то, что стоит денег. Вот это самое важное. За что люди готовы платить. Вот это самое важное. Спасибо. Да, кто-то, Ангелина говорит, что очень важно инвестировать в свой мозг. Правильно, Ангелина. Если не инвестируешь в свой мозг, потому что только мозг генерирует, а все остальное, он дает идеи. Наставник, что вы посоветуете женщинам, хочет работать, а муж не разрешает. Если женщина хочет работать, муж не разрешает, просто надо показать, ради чего вы это хотите делать. Можно работать, чтобы зарабатывать деньги. А если муж говорит, я сам обеспечу деньги, зачем ты работаешь и так далее, тогда можно работать, чтобы просто заниматься любимым делом. Любимым делом, потому что когда человек не работает, он деградируется. Либо вы развиваетесь, либо вы деградируетесь. Это очень опасно. Деградация – это самое плохое, что может произойти с человеком. Поэтому третье, это можно самореализация и так далее. Поэтому нужно показать мужу, зачем вы это хотите делать. Потому что когда человек не работает, у него однозначно будут очень много ревности, очень много проблем, очень много нервозности. Даже муж, даже сам будут рад, чтобы вы чем-то заняли. Просто надо показать ему, почему вы хотите работать. Наставник, как вы считаете, в сезоне можно заниматься бизнесом? У меня опыт в себе фрукты, овощи. В любое время можно заниматься бизнесом, потому что бизнес это такая вещь, это как река, это как поток. Бизнес это поток. Нужно построить поток. Видите, бизнес, поток, река идет и день, и ночь, и утром, и вечером, и по выходные, и лето, и зима. Бизнес должен быть как поток. Просто в какой-то момент она увеличивается чуть-чуть, какой-то чуть-чуть уменьшается, но она никогда не исчезает.
Бизнес это и есть поток, его надо строить. Вот этот поток нужно строить. Вот. Спасибо. Вот. Отлично. Вот, Курмет, дорогой, скажи, пожалуйста, скажи мне, пожалуйста, сейчас, каких людей обычно ты помогаешь направиться, то есть твоя компания каким людям помогает? Ты же отправляешь учиться в Америке, в основном больше всего, правильно? Да, а какой категории людям обычно ты отправляешь? Ну, смотрите, категория людей, есть ребята, у которых, то есть таких же, как и я, давайте так, к этому придем. Потому что я из семьи преподавателей, у которых много денег нету. Мы то есть для нас там 3-4 тысячи долларов это были очень большие деньги. Я вот рассказывал, что по Work and Travel в университете я не смог поехать, потому что не было 3,5 тысячи долларов. Когда я закончил по Балашаху, я не смог поехать, потому что барачный, камыши да каркасовый дом никто в залог не брал. И вот со временем, когда я там заработал 3-4 тысячи долларов, я начал вот смотреть, какие американские вузы есть, как она выстраивается. Я вот начал с ними переписываться. Пока вот я дошел, я, конечно, потратил частями больше 10 тысяч долларов. Пока подавался в один университет, второй университет, вот это все прошло. Но, слава богу, в оконцове мне удалось приехать, доехать сюда и учиться. Сейчас вот все подводные камни, которые я прошел, я его убрал и сделал лучший сервис для клиента. То есть у нас работают бывшие визовые офицеры, психологи, ребята, которые сюда по этой визе приехали, они консультируют, когда они проходят визу. Когда приезжают, мы их встречаем, находим жилье, помогаем с университетом, со всеми. К какому целевой аудитории у нас относятся тем людям, не для тех, у кого много денег. Они и так могут купить образование в Штатах. Да. И не нацелено не на тех, кто очень умный, вундеркинды, дети бывают. Они сами могут написать, переговорить и олимпиада пройти. А очень много ребят есть среднего класса, которые могут и хотят в жизни добиться. Внутри вот этот движняк есть. Движниковый, говорят же. Никак не может понять, как это сделать. И вот он понимает, что если в Америку придет, он в любом случае выживет. Это такой человек, который в каждой трудности видит возможности. Не наоборот, а вот в трудность видит, говорит, а это можно вот так сделать. И вот у него вот такой в душе живет вот такой мечтатель, который говорит, я смогу, мне бы лишь бы попасть. Лишь бы попасть, я смогу и заработать, и учиться, и себе помочь, семье помочь, и стране помочь. Вот такие люди. Не те люди, которые и нужно понимать, что это возможность, да, то есть визу же дает, не дает, определяет с помощью Аллаха визовый офицер, не мы определяем. А наше дело подготовить, и на этом заканчивается. На визу мы не можем нести ответственность. Мы подготавливаем до визы. А если ему визу одобрили, иншаллах, тогда он уже приезжает сюда и сбывается. Если не получается, он может вторую, третью, четвертую попытку делать через нашу компанию и стараться все-таки дойти до своей мечты, когда у человека действительно есть намерение учиться. Первое намерение должно быть учиться. Я всегда говорю, ребята, если сравнивать из азиатских стран, из СНГ бывшего, самые трудолюбивые, которые трудом зарабатывают, это наши братья из Узбекистана. Вот они даже в Казахстане дома строят. Так что, говорю, трудом мы, казахи, вряд ли сможем ручным трудом как-то вперед пробиться. Но, наверное, учиться надо. Вот любую нацию, которую я видел, те, которые учатся, всегда пробиваются вперед. Всегда прорыв у них идет. И и когда сюда ребята приезжают, они говорят, в Америке можно поработать, можно я буду меньше учиться, больше работать. Я говорю, слушай, ты можешь работать всю жизнь. Жизнь дана, чтобы работать, зарабатывать. А вот ты учись, когда ты учишься, у тебя жизнь поменяется. Вот к этому стремись. И тогда у людей жизнь меняется. И мы призываем людей, кто хочет сюда приехать. Да, понятное дело, Америка не из дешевых. Да, где-то при кампусе 20 часов законно не могут работать. Некоторые за территорией кампуса работают, мы не можем запретить.
Хотя это, ну, Да. нелегально считается. Но в любом случае зарабатывают свои там 4-5 тысяч долларов, оплачивают свою учебу, проживание, питание, еще что-то остается домой отправлять. Ну, у каждого как, но вот в целом тут вот такая целевая аудитория. Кто-то, Курмет, кто-то пишет, что я живу в России. Могу ли через вашу компанию пойти в Америку? Да, да. Мы работаем со всей страной. У нас в Казахстане есть, в Узбекистане, в Киргизстане филиал есть, а в Дубае есть свой филиал. Иншаллах, вот в Турции открываемся. А с другими странами пока работаем в онлайн формате. Машаллах, отлично. Дорогие мои, хочу еще раз напомнить, что 5 декабря в форуме будут «Как я заработал первый миллион», и каждый ребята будут рассказывать, как они разработали свою стратегию, которая привела к $1 миллион. Вот. Курмет один из спикеров, которые там будут выступать и рассказывать пошагово свою стратегию, которая помогло ему заработать свой первый миллион. 5 декабря, запомните, Туркестан это находится в Казахстане. Вот. Спасибо, дорогие друзья. Еще один вопрос был, на него отвечу и, наверное, потом завершим. Был вопрос такой, что я в долгах, и как мне выбраться из этих долгов. У меня очень положение, плохое положение и так далее. Вот, дорогие мои, если вы попали в долгах, значит вы в двух случаях вы попадете в долгах. Первый, либо вы тратите больше, чем вы зарабатываете. То есть вы расходуете, ориентируясь на деньги, которые будут в будущем. И которые еще не факт, они придут, не придут, и так далее, и так далее. То есть получается, что вы не живете по своим средствам. Вы расходуете больше, чем вы зарабатываете. Поэтому вы можете попасть в долгах. Это первое. Второе. Или вы сильно захотели большего добиться. Возможно, вы брали деньги где-то с надеждой, что буду делать бизнес, потом оборачивать и верну, отдам. А потом не получилось делать бизнес, и долги гарантированно остались у вас. Я много раз видел таких людей, что брали, либо долг брал, пытался делать что-то, думал, что тут зарабатываю, из желаний, вот это сильное желание подтолкнули к ним брать долги, и потом они не могли их вернуть, и бизнес не пошел, но долги зато гарантированно есть. Поэтому я вот два вещи рекомендую вам. Первый, если вы в долгах, найдите, прочитайте мою книгу, называется «Долги тают на глазах». Или найдите мой тренинг, усваивайте его, изучайте его, который говорится, что как избавиться от долгов. То есть вот этот тренинг «Долги тают на глазах», усваивайте его хорошо. Эта книга вам сильно помогут, очень сильно помогут. Или тренинг усваивайте. Вот 5 шагов рекомендую, если вы в долгах. Первый, перестаньте брать новые долги. Потому что обычно человек, который в долгах, он долги на долги берет. Это означает, что чем больше вы будете брать новые долги, с ожиданием, что вы оттуда берете, закрываете старый долг, оттуда берете, закрываете проценты, вы не замечаете, как вы сами себе копаете яму глубже. Понимаете? Вот. Чем больше вы будете брать новые долги, тем сильнее у вас будут больше проблем. Запомните. Поэтому первое, что вы должны очень хорошо понять, принимайте решение больше никогда не брать новые долги. Останавливайте, если хотите вылезать. Если будете брать новые долги, гарантия дам, что вы больше не вылезете оттуда. Вы просто не вылезете оттуда, понимаете? Это очень сложно. Поэтому первый, перестаньте брать новые долги. Второе, самая важная вещь, фокусируйтесь на построении дохода. Вот, фокус направьте на создание дохода. Третье, научитесь жить по своим средствам. Закрывайте все расходы, абсолютно все расходы, которые не влияют на прибыль. Просто тупо закрывайте, отказывайте от всех расходов, которые не влияют на прибыль. Это очень-очень важно. Это третья вещь, которую вы должны однозначно делать. Четвертая вещь. Что вы должны делать? Разработайте, пожалуйста, систему погашения долгов, чтобы не вы платили долги, а система погасила долги. 20% от своего прибыли стабильно отдавайте долги. Что вы не думали об этом? Вы должны думать только о доходе. Потому что о чем вы думаете, то станет в вашей жизни больше. Думайте о доходе, а сама система должна погасить долги.
просто система. Не вы думаете об этом. Это похоже, что когда вы кушаете, вы же не контролируете еду. Еда сама идет, потому что это система. Похоже на этого должна быть у вас процесс погашения долгов. Тогда вы победите. То есть вы не думаете о долгах. Вы думаете о доход, а долги, само собой, система закрывает. Это очень-очень важная вещь. 5-я вещь. Научитесь, как разговаривать, как вести переговоры с проблемными кредиторами. Вам нужно научиться с ними вести переговоры. Это важный момент. Без этого вы далеко не пойдете. 6-я вещь. Можно сказать, что это 6-й должно быть в самом начале. Это избавьте от мышления должника. Воспитывайте в себе новое мышление. Меняйте свою точку зрения. У вас должно быть по-другому. Понимаете? Очень важно, чтобы вы видели по-другому все. Избавьте себя, пожалуйста, от мышления должника. Я человек, который был в долгу, 174 человеку и 4 банка. 4 банка. Вот это все мне пришлось пережить. Я был около 3 миллионов долларов в долгах. Поэтому мне пришлось думать, как избавиться от них. Через много боли, унижения прошел. Поэтому не берите новые долги. Никогда не берите. Все этими людьми вы уже испортили свои отношения. Зачем вы берете еще с новыми людьми портить отношения? Понимаете? Это очень-очень важно. Поэтому найдите способ зарабатывать. Это очень важно. Найдите книгу «Долги на глазах». Вы многие вещи поймете. Вы практикуете это все. Или посмотрите мой фильм «1 на миллион». Скоро выходит на все электронные кинотеатрах, платформах. Обязательно посмотрите это. Как вы там видите, как я выбрался. Почему называется 1 миллион? Потому что если у тебя из миллиона 1% шанс, если его надо использовать. Вот так. Помните. Хочу напомнить вас, что 5 декабря я буду говорить, и все мои ученики будут говорить, как они заработали свой первый миллион. Мы будем давать самые практические знания, как мы это сделали в своей жизни. Если вы хотите стать миллионером, если вы хотите знать, как можно стать миллионером, если вы хотите создать бизнес, который основан на практических знаниях, добро пожаловать 5 декабря на форум «Как я заработал свой первый миллион». Пройдите по ссылке, которую вы видите в чате. Очень много раз люди бросали ссылки. Пройдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь, потому что там давным-давно уже билетов не осталось. Какие-то там, возможно, билеты еще есть или нет, я не знаю, честно скажу. Потому что сама наша стратегия в том, что наше предложение в том, что 1000% практика, 0 теория. Вот такое. То есть каждый будет рассказывать, как он это сделал практически. Курмет расскажет в сфере образования, отельный бизнес. Бахтет скажет в сфере недвижимости, потому что его компания, одна из крупных компаний Казахстана. Вот. Я расскажу вам, как 24 своих компаний, из них я сделал несколько миллионов оборотов на разных направлениях. Я расскажу об этом. Шодака расскажет, как электротоварах и так далее, в это направление он сделал свой первый миллион и так далее. Так что добро пожаловать, будем ждать вас. Очень хотим вас видеть. Всего доброго, до новых встреч, Курмет, дорогой, спасибо тебе. Увидимся. Увидимся. Да. До встречи, дорогой. До скорой встречи. До встречи, дорогой. Всего доброго, ребята. До новых встреч. До новых встреч с вами.